Писатель против сочинителя. Чевелихин подметил не исторический, а лингвистический метод Гумилева. Такой метод применяют, чтобы доказать сомнительную идею, не покривив душой и не погрешив против истины. Этим искусством в совершенстве владеют опытные политики и высококлассные журналисты. Вот как рассказывает о таком «литературном» в кавычках методе русский писатель Георгий Владимиров. Иван Степанович Конев поставил памятник в честь разгрома Корсунь-Шевченковской группировки немцев и велел выбить на пьедестале надпись, которую сам же и сочинил. Не будучи филологом и против истины не греша, замечает Владимиров, он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением. Здесь танкисты Второго Украинского фронта под командованием генерала армии Конева пожали руки танкистам Первого Украинского фронта под командованием генерала армии Ватутина, тем самым завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск. А ведь лет 40 никто и не замечал хитрости Ивана Степановича, при этом большая часть славы за Корсунь-Шевченковскую операцию досталась именно ему и его фронту. Если уж генерал умел так тонко использовать возможности русского языка, то что говорить о Льве Николаевиче? Сын двух поэтов и сам блестящий писатель, Гумилев понимал, как правильно избранное слово или даже интонация могут изменить смысл написанного. Правда, в отличие от маршала Конева, он обращал внимание не столько на синтаксис, сколько на лексику. Туракину, мать великого хана Гуюка, Гумилев называл простодушной сибирячкой. Так отравительницу великого князя Ярослава Всеволодовича Гумилев превратил в милую, хочется даже сказать добрую, простодушие ассоциируется у нас с добротой, женщину, в жертву коварной интриги русского боярина. Настоящая мать Гуюка, видимо, была женщиной совсем другого склада, а отравили гостей эти «простодушные» в кавычках люди не так уж редко. Именно от яда умер Ясугей-Богатур, отец Чингисхана. До сих пор не ясно, умер ли от пьянства сын Чингисхана, великий хан Угадей, или же его отравила еще одна простодушная сибирячка. Литературный, в кавычках, метод понравился Гумилеву, и вот уже хан Тохтамыш предстает под пером Гумилева, точнее, под клавишами его пишущей машинки «Континенталь», простодушным честным сибиряком, которого обманывают коварные суздальские князья, хотя этот честный сибиряк подлым обманом взял Москву и устроил в городе резню. Редкий для Средневековья случай, мы достаточно точно знаем даже количество жертв — 24 тысячи человек. Это почти все население города с пригородами, ведь за московскими стенами искали спасения и жители соседних деревень. Кроме того, татары грабили церкви, срывали с икон драгоценные оклады, а иконы топтали. Соборные церкви были до самых стропил набиты книгами. Все они погибли в один день. Метод работал почти безотказно. 20-тысячную армию Кит-Буги-Найона Гумилев назвал крошечной, и Сергей Борисович Лавров, доктор наук и президент географического общества, послушно повторил за Гумилевым: крошечная армия. Между тем 20 тысяч для Средневековья — это очень много. С 20 тысячами Субудай и Джебе победили русских в битве на Калке. Лишь немногим больше, видимо, было войско Батыя — 30 тысяч. В те времена друг с другом воевали не миллионные армии, а небольшие отряды, дружины профессиональных воинов. Наконец, в своей бесконечной войне за честь и доброе имя степных народов Гумилев все чаще называл кочевников авелями, а земледельцев — каинами. И опять-таки против истины не грешил. Библейский Авель и в самом деле был пастухом.
Литературный метод Гумилев использовал по необходимости, ведь ему приходилось защищать практически безнадежную позицию. Русские летописи единодушно писали о безжалостности татар, о разрушении русских городов, о постоянной угрозе, от которой приходилось или откупаться серебром, или отбиваться копьями и стрелами. Наверное, поэтому Гумилев так не любил летописи и летописцев. И вот что интересно, Лев Гумилев, как профессиональный археолог до 1967-го, почти каждое лето проводивший в экспедициях, практически не привлекает археологические источники в своих «древнерусских» в кавычках статьях и книгах. Почему же? Ведь археология как раз и дает возможность проверить правдивость летописца. В том-то и дело, что раскопки подтверждают картину страшного разгрома. Вот в 1946 году археологи во время раскопок на Большой Житомирской улице Киева обнаружили огромное количество беспорядочно лежащих человеческих костей. В хорошо сохранившейся печи найдены 2 маленьких скелетика. Дети пытались спастись в остывшей печи от монгольских ли сабель или от начинавшегося пожара. И это только один из множества примеров. Типичная картина раскопок: битые горшки, случайно оброненные серьги, кольца, ножики, фрагменты чьей-то кольчуги и еще много всего, остатки зданий, а выше — слой золы и пепла. Гумилев писал, будто бы сожженные монголами города отстроили уже весною. Богатое же воображение у Льва Николаевича. Многие города вообще не возродились, некому их было отстраивать, жителей или перебили, или угнали в полон. Старая Рязань, большой даже по масштабам тогдашней Европы город, с населением 25 тысяч или 30 тысяч жителей, в 3 раза больше Бристоля и Гамбурга, после Батыева разорения так и не оправилась. Столицу Рязанского княжества перенесли в Переяславль-Рязанский, нынешнюю Рязань. Разорили монголы и другой Переяславль, расположенный в Поднепровье, древней русской земле. 3 марта 1239 года взяли татары Переяславль-Русский, и епископа убили, и людей избили, и град пожгли огнем, и людей полона много взяли. Один из самых значительных городов Южной Руси опустел. Каменный собор лежал в развалинах до середины XVII века. Прежнего значения этот город себе так и не вернул. Иные города теперь известны нам только по древнерусским летописям, а где искать их развалины, мы даже не знаем. Другие, как, например, Вщиж, северо-западнее Брянска, открытый Алексеем Сергеевичем Уваровым, теперь известно благодаря археологическим раскопкам. Но поход Батыя был только началом великого разорения русской земли. С середины XIII века русские княжества платили дань правителю Золотой Орды. Крестьяне платили по половине гривны серебра с сахи, горожане — по половине гривны со двора, то есть с хозяйства. Гривна — это увесистый слиток серебра. Для удобства расчетов гривну стали рубить на 2, так и появился рубль. Слиток серебра с 2 сох, с 2 крестьянских хозяйств — это много даже для процветающей страны, а тем более много для страны, разоренной частыми и жестокими набегами степняков. Была еще тамга, таможенная пошлина. Ее платили золотом. Был ям, на оплату заведенной татарами почтовой службы. Были многочисленные подарки, которые требовали себе татары, приезжавшие в русские земли по делам. Были, наконец, взятки ордынским чиновникам, подарки ханским женам. В руках хана был ярлык на княжение, и этот ярлык еще надо было получить. Неудивительно, что на долгие годы на Руси прекратилось каменное строительство, пришло в упадок ювелирное искусство. Уровня начала XIII века русские мастера не смогут достигнуть и к веку XV.
В стране просто не стало платежеспособных заказчиков, да и лучших мастеров монголы угнали в Каракорум. Не мудрено, что в разоренной стране не хватало денег, чтобы выплатить дань. Что же было тогда? Де Рубрук пишет, когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, чтобы караулить их животных. Работорговля была прибыльным делом, а русские рабы, в Европе их иногда называли белыми татарами, появлялись в гвардии египетского султана, в прислуге богатых итальянских домов, в гаремах развращенных восточных правителей. И такая жизнь продолжалась более 2 лет. Нет, если использовать теорию Гумилева, то перед нами никак не симбиоз, а самая настоящая химера. Татаро-монгольская ига. Но, может быть, жертвы были оправданы, а союз с Ордой спас русскую землю от худшей напасти, от коварных папских прелатов, от беспощадных псов-рыцарей, от порабощения не только физического, но и духовного. Может быть, Гумилев прав, и татарская помощь стоила любых жертв. Вот только вопрос, в чем же заключалась эта помощь? На Чудском озере никаких монголов не было, не появились они и позже. 18 февраля 1268 года русские под командованием Дмитрия Александровича, одного из сыновей Александра Невского, и псковского князя Давмонта, крещеного литовца, сына литовского князя Миндовга от Полоцкой княжны, разгромили отборное датско-немецкое войско в знаменитой Роковорской битве. Немецких рыцарей погибло больше, чем даже на Чудском озере. Татары здесь русским никак не помогали. Сам Лев Николаевич после долгих поисков нашел только одно свидетельство того, как татары послали на помощь русским небольшой отряд, который так и не вступил в дело, потому что немцы поспешили заключить мир. Татары даже за деньги не спешили проливать свою кровь ради русских интересов. А вот русским приходилось воевать во имя интересов татарских. Русские ратники участвовали и в междоусобной войне между Тахтой и Нагаем, и в покорении кавказских горцев. Так что и здесь русской земле и русским людям от симбиоза был сплошной вред. С литовцами татары, конечно, воевали, но что русским от этих войн? Сам по себе поход татар на Литву через русские земли был величайшим несчастьем именно для русских, потому что татары не щадили земель своих «союзников» в кавычках. Сторонники Гумилева любят приводить такой пример. Был выбор перед русскими княжествами. Александр Невский решил подчиниться монголам, и на месте Залесской Украины, Владимира Суздальской земли, выросла Великая Россия. А вот Даниил Галицкий опирался на Запад, искал поддержку у венгерского и польского королей, получал корону от Папы Римского, и в результате на много веков Юго-Западная Русь стала провинцией польско-литовского государства. На самом деле особенного выбора у русских князей не было. И Александр Невский, и Даниил Галицкий умерли ордынскими данниками. Лев Данилович хоть и унаследовал от своего отца западнический титул короля Руси и претендовал на польскую корону, но продолжал платить дань Орде. А галицко-волынские воины участвовали в походах Телебуги на Венгрию и Польшу. Но в 1362 году великий князь литовский Альгерд разбил татар в битве при Синих водах. Татаро-монгольская ига в юго-западной Руси пала, а Литва и Польша начали воевать друг с другом за Галицию и Волынь. Так что с функцией защиты русских земель от угрозы с запада татары тоже не справились. Именно это завоевание, а не выбор Даниила Галицкого или Михаила Черниговского, привело древние русские земли под власть сначала языческих, а затем и католических правителей.
Но это уже другая история. Гумилев изображает вторую половину XIII века и начало века XIV как лучшую пору русско-татаро-монгольского симбиоза. До 1313 года на огромном евразийском пространстве сохранялся золотой век, рассказывал Гумилев своему знакомому татарину Дауду Аминову. Так союз с Ордой во второй половине XIII века принес северо-восточной Руси вожделенный покой и твердый порядок, писал Гумилев в своей последней книге. Запомним эту фразу и посмотрим, что же было на самом деле. Советский историк Вадим Викторович Каргалов подсчитал, что во второй половине XIII века татары вторгались в пределы русских княжеств 14 раз. Владимир Чевелихин первым выступил против гумилевской концепции симбиоза. Знаток русских летописей, он сделал сводку, правда не полную, татарских набегов, приходившихся как раз на время вожделенного покоя и твердого мира. Приведем здесь только один пример. 1293 год. Самый страшный год второй половины XIII века. За краткой летописной строкой в лето 6801 Дюдень приходил на Русь, и плени градов 14 и позже. Кроется, по сути, новое нашествие, что не уступало, пожалуй, разору при нашествии Бату-Субудая, потому что Дюдень никуда не спешил. И летописец смело делает это сравнение, ибо враги, села и волости и монастыри, и всю землю пусту сотвориша, людей не только из городов и сел, но даже из лесов из Видоша в полон. Были разорены Муром, Москва, Коломна, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Можайск, Волок, Дмитров, Угличе-Поле. 1293 год. Того же лета царевич татарский Тахтамир приеде из Орды на Тверь, и многу тягость учини людям. По пути сквозь Владимирские земли этот отряд овех посече, а овех в полон поведе. 1293 год. Местный князь приглашал ордынскую рать под Ярославль для подавления народного восстания. 3 набега в один год. В ближайших к Орде районах Руси грабить стало нечего. От Мурома до Твери золотоордынское воинство положиша всю землю пусту. Обратим внимание, Гумилев сочиняет изящно, легко, по-своему убедительно, но именно сочиняет. А Чевелихин цитирует летописи, которые так не любил Гумилев. Не знаю, на чьей стороне будет читатель, а я, безусловно, признаю победу Чевелихина. Прав был русский писатель. Далекое, горькое и страшное время. Нечто полосатое. Гнев и ярость — спутники бессилия. В спорах с Чевелихиным Гумилеву не хватало аргументов, это лишь усиливало его горячность. Лев Николаевич признавался, что одно имя Чевелихина рождает в нем нечто полосатое. Антигумилевские главы романа «Память» впервые появились в 12-м номере журнала «Наш современник» за 1980 год. Гумилев, всегда плохо переносивший критику, назвал публикацию бесцеремонной выходкой Чевелихина и тут же сочинил обширный, на целый печатный лист, ответ, однако наш современник не стал его печатать. Уязвленный Гумилев попытался завязать дискуссию в другом журнале, мобилизовал на поддержку своих сторонников Старикова и Бородая, написал вместе с ними статью под названием «Провалы в памяти», но не смог напечатать ее ни в академических вопросах истории, ни в литературной дружбе народов. Между тем роман «Память» охотно раскупали читатели и хвалили критики. В журнале «Молодая гвардия», идейном собрате нашего современника, появилась рецензия Аполлона Кузьмина.
Роману Чевелихина посвящены только 3 первые страницы. Дальше, почти до самого конца статьи, критика Гумилева. Критика очень грубая, злобная, оскорбительная. Это пощечина, оплеуха, а не рецензия. Кузьмин решил пригвоздить к позорному столбу не только евразийские сочинения Гумилева, но и его пассионарную теорию. Кузьмин понял теорию этногенеза довольно примитивно. Из космоса на некоторые избранные народы снисходит небесная благодать, пассионарность, и одни буйствуют от избытка пассионарности, а другие изнывают от ее нехватки. Это подход и стиль журналиста, а не ученого. Но Кузьмина можно понять. Он был оскорблен как русский историк и просто как русский человек, потому что Гумилев вслед за евразийцами, Кузьмин одним из первых отнес Гумилева именно к продолжателям евразийцев, начал искать у палачей и угнетателей какие-то добродетели. В глазах Кузьмина евразийцы, а вместе с ними и Гумилев, были настоящими русофобами. Вот против этой русофобии и боролся Кузьмин. Отсюда неакадемический подход, грубость, журналистские обороты. Оставить без внимания статью, которая появилась в одном из самых популярных советских литературных журналов, было невозможно. Гумилев решил ответить на разнузданную брань Кузьмина. На этот раз он действовал более тонко. Вместо того, чтобы отправить статью в редакцию обычным, через почту, способом, он решил зайти, так сказать, с тыла. «Молодая гвардия» считалась комсомольским журналом, поэтому Константин Иванов, уже тогда правая рука учителя, передал ответ Гумилева через ЦК ВЛКСМ. Но и это не возымело действия. Редакция «Молодой гвардии» твердо стояла на стороне Чевелихина и Кузьмина. В марте 1982 года Гумилев, невиданное дело, обращается в партийный журнал «Коммунист» с просьбой напечатать его ответ Чевелихину и Кузьмину. Письмо психологически объяснимое. Гумилев уже 2-й год не мог ответить своим оппонентам, 7-й год не выходили его книги, отменяли даже его лекции. После удачных дебютов в «Дружбе народов» и «Огоньке» снова закрылся путь к массовому читателю. В том же году Виннити приостановил копирование этногенеза и биосферы. Словом, Гумилев сочинил послание Ричарду Ивановичу Косолапову, главному редактору «Коммуниста», не в самом светлом душевном состоянии. В этом письме поражает все, начиная от прямо-таки зощенковского зачина «Разрешите обратиться к вам, хотя я и беспартийный», и заканчивая ссылками на Маркса, Энгельса, Плеханова и даже на Брежнева. Перед нами не аргументированный ответ ученого, а какой-то громокипящий кубок гнева. Кузьмину и Чевелихину он приписывает мысли, которые ни тот, ни другой, конечно, не высказывали, да и высказать бы не посмели. Всякий, кто видит в тюрко-монголах какие-либо добродетели, тот реакционер, русофоб, надругатель, спекулянт и шарлатан. Если Кузьмин прав, то главным русофобом был Александр Невский, побратавшийся с сыном Батыя Сартаком, а за ним Иван Калита, Иван III, Минин и Пожарский, Богдан Хмельницкий, Петр Великий, посылавший низовые силы по льду Ботнического залива в Швецию. Ничего дурного в современных казахах, узбеках, татарах не искали. Чевелихин даже о татаро-монголах писал очень осторожно. Не знаю, был ли Чевелихин искренен или просто обходил болезненный и уже тогда опасный национальный вопрос. Советская историческая наука татаро-монгольская иго не отрицала, но и связывать иго с деятельностью, пусть даже далеких предков современных народов, не полагалось. Гумилев бил как раз в самое уязвимое место, прозрачно намекая на расизм и разжигание межнациональной розни. Кузьмин предлагает считать дикими, то есть неполноценными, тюрко-монгольские народы Советского Союза.
поэтому каждый русофил должен их презирать, как потомков палачей. И так, чтобы угодить Кузьмину, надо, первое, относиться с оскорбительным пренебрежением к четверти советских граждан, второе, отказаться от диалектического материализма, и третье, признать благом завоевание нашей страны, если оно идет с Запада. И есть ли хоть один советский патриот, который бы с этим согласился? Гумилев, человек совершенно не советский, усвоил кое-что от советской манеры вести научную дискуссию. В конце жизни Гумилев рассказывал своему ученику Вячеславу Ермолаеву: поступив в университет и начав изучать всеобщую историю на первом курсе, я с удивлением обнаружил, что в истории Евразии есть свои индейцы, тюрки и монголы. Я увидел, что аборигены Евразийской степи также мужественны, верны слову, наивны, как и коренные жители североамериканских прерий и лесов Канады. И те, и другие считались равно дикими, отсталыми народами, лишенными права на уважение к их самобытности. Господи, — подумал я, — да за что же им такие немилости? Вот так противники мужественных и наивных кочевников как бы оказались в одном ряду с кровожадными бледнолицами, которые устроили индейцам в Новом Свете настоящую бойню. Убедительно? Нет. Аргументы Льва Николаевича никуда не годятся. Вот если бы апачи, семинолы, кичуа или иракезы построили большой флот, переправились в Европу и начали ее завоевывать, тогда в сравнении появился бы очевидный смысл. Если бы иракезы, как некогда монголы, опустошили Русь, Венгрию и Южную Польшу, да, тогда я согласился бы с Гумилевым. Черная легенда и светлый миф или ненаучная фантастика. Правоту своего критика Гумилев никогда не признавал, но иногда фактическую критику принимал и потихоньку менял свою позицию, перегруппировывал силы для новой борьбы. В статье 1977 года Гумилев выдвинул такое объяснение повсеместному распространению антиордынских, антитатарских настроений в древнерусских источниках, летописях, повестях, исторических песнях. Оказывается, во всем виноват ислам. В 1313 году хан Узбек обусурменился, заставил перейти в мусульманскую веру всю, как мы бы сказали, военно-политическую элиту Золотой Орды. И все переменилось. На место симбиоза с Ордой пришло иго, на место дружбы — религиозная вражда. Получается, с погаными, язычниками, русские прекрасно ладили, но басурмане сразу же стали злейшими врагами. Чевелихин и здесь легко разгромил Гумилева. Он обратил внимание, что в отношениях мусульманских ханов Узбека и Джанибека к русским княжествам особенных перемен по сравнению со временами ханов-язычников не найти. При Узбеке и Джанибеке татарские рати ходили на Русь не чаще, чем в благословенные времена Батыя, Сартака, Мингу-Тимура, Телебуги и Тахты. Вскоре Гумилев перестал придавать такое значение исламу и выдвинул другую, на мой взгляд, совершенно неправдоподобную версию. Еще в 1982 году «Новый мир» заказал Гумилеву статью о черной легенде, с которой будто бы пошла ненависть европейцев к монголам. Гумилев статью подготовил, но редакция в 1984 году вернула ее автору. Статья под названием «Черная легенда. Историко-психологический этюд» вышла через 5 лет в азербайджанском журнале «Хазар». Судя по выходным данным, написал эту статью Гумилев не один, а в соавторстве, что вообще-то делал довольно редко. Соавтором стал искусствовед Айдер Куркчи. По абсурдности выводов и тенденциозности трактовок «Черная легенда» превосходит даже 13 главу «Поисков вымышленного царства».
Этюд рассказывает о том, как смелые и честные монголы-христиане во главе с Кит-Бугой-Нойоном попытались освободить Ближний Восток от власти мусульманских правителей, вернуть христианам гроб Господень, ворваться в мусульманский Египет, в то время уже захваченный воинами-рабами мамлюками. Но жадные, корыстные, бессовестные европейцы, в первую очередь тамплиеры, монголам не только не помогли, но сделали все, чтобы помешать. Чтобы обелить свое имя, избежать обвинений в предательстве, тамплиеры цинично оболгали бедных татаро-монголов. Они выкинули неожиданный трюк, дали распространение черной легенде о татарах. Самую большую силу имеет обыкновенная сплетня, анонимка. Где-то рассказывали, кто-то видел. Как же, все знают, что... И так можно нести любую околесицу в придорожной таверне, на пиру у графа, когда все пьяны, или вечером в монастыре, где даже домино, монашеская игра, надоела. И вот по всей Европе шли россказни, что монголы — это татары, а татары на самом деле тартары, то есть исчадия ада. Они мучают пленных, истребляют все живое, дома и поля с садами. Они нарочно испортили каналы в Средней Азии у мусульман, которые, конечно, враги христианства, но не цивилизации. Все знают, что греки гораздо хуже мусульман, а русские, да что и говорить, они держатся только благодаря помощи великого хана, а то бы их давно скрутили братья Тевтонского ордена. Это верно. Сам патер Рубрук написал, а мне читал каноник церкви святого Дениса. Поверьте мне, друг мой, и тогда мы выпьем вместе Анжуйского. И вот шла подобная брехня через всю католическую Европу, через весь христианский мир, отравляя умы и ожесточая сердца. Это и была черная легенда, принесшая не меньше зла, чем черная смерть, чума. Все это была не ложь, ведь писатели, как известно, не лгут, они сочиняют. Перед нами вовсе не средневековая анонимка, а сочинение Льва Николаевича Гумилева. Этот монолог пьяного тамплиера — чистой воды фантазия, которая не опирается ни на один исторический документ. На самом деле европейская военно-политическая и церковная элита была информирована о монголах достаточно хорошо. Не зря же ездили в Каракорум папский легат Джованни дель Плано Карпини, посланники французского короля Андре Ланжумо и все тот же Гильем Вильгельм де Рубрук. А простой народ судил о монголах не по рассказам тамплиеров, которых, кстати, вскоре перебил французский король Филипп Красивый, а уж скорее по свидетельствам польских, немецких, богемских, венгерских, хорватских беженцев, которые чудом спаслись от монгольских сабель. Но даже если допустить, будто монголы не уничтожали Багдад и Дамаск, Самарканд и Балх, Чернигов и Владимир, а все преступления степняков придумали клеветники-тамплиеры, то неизбежно возникает вопрос, откуда же взялся русский вариант черной легенды? Неужели православные монахи-летописцы поверили россказням нечестивых латинян? Откуда они вообще о них узнали? Неужели же русские гусляры, распевавшие песнь о Щелкане Дюдентьевиче, были агентами Жака де Моле, сожженного на костре за 20 лет до смерти Чолхана? Впрочем, в те же самые годы Гумилев в частных беседах высказал и другую мысль. Черную легенду придумали не тамплиеры, а европейские ученые, чтобы доказать превосходство европейцев над азиатами. В ноябре 1989 года Гумилев рассказал Дауду Аминову, что черную легенду завезли в Россию во второй половине XVIII века дворянские сынки из Западной Европы, куда они ездили учиться в тамошних университетах. До этого времени в России и не подозревали, что было татарское иго. Но как же тогда летописи, песни, повести, былины, созданные задолго до XVIII века? Или все это грандиозная подделка? Если иго придумано в XVIII веке, то и вся древняя история — результат грандиозной фальсификации. Только чьей и зачем? Впрочем, в такие дебри Гумилева, к счастью, не заносило. Арслан Бей.
Лев Николаевич не лицемерил. Он и в самом деле уверил себя, что монголы опасности для Руси не представляли. Разве могли друзья из Великой Степи угрожать своим оседлым русским братьям? Спорить с Гумилевым о татаро-монголах было совершенно бессмысленно. Он просто не хотел слышать собеседника. Аполлон Кузьмин вспоминал об одной беседе с Гумилевым. Оба, вероятно, не хотели враждовать, их беседе должна была помочь бутылка монгольской водки. Но не помогла и водка. Кузьмин так передавал содержание беседы. Лев Гумилев: да не было никакого нашествия. Аполлон Кузьмин: а разрушенные города? Лев Гумилев: князья их сами разрушали. Аполлон Кузьмин: а как же летописи? Лев Гумилев: летописи подделаны. Любовь к тюркам и монголам, как мы помним, началась еще с юности. Молодой Лев Гумилев принимал монголов такими, какими они были на самом деле, не приукрашивая действительность. Еще до ареста 1938 года Гумилев сочинил маленькую поэму под названием «Диспут о счастье», которую позднее включит в свою стихотворную трагедию «Смерть князя Джамуги». «Диспут о счастье» — вольный поэтический пересказ легенды, которую приводит Рашид ад-Дин, составитель сборника летописей, нечто вроде официальной истории монголов, написанной по заказу Ильхана, монгольского правителя Персии. Содержание легенды таково. Однажды Чингисхан спросил своих соратников, в чем на свете счастье. Ни один ответ ему не понравился, а потому великий хан в конце беседы изложил собственную точку зрения на этот вечный вопрос. «Вы нехорошо сказали. Величайшее наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет, заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами, в том, чтобы сесть на его хорошего хода с гладкими крупами меринов, в том, чтобы превратить животы его прекрасноликих супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть на их розоцветные ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной ягоды сосать». Перед нами идеал грабителя, насильника и убийцы, но молодого Льва Гумилева он не испугал. Лев, тогда еще открытый и чуждый лукавства юноша, перевел слова восточной летописи на язык русской поэзии. «Нет, счастье, Наёны, неведомо вам, но тайну я эту открою. Врага босиком провести по камням, добыв его с легкого боя. Смотреть, как огонь пробежал по стенам, как плачут и мечутся вдовы, как жены бросаются к милым мужьям, напрасно срывая оковы, и видеть мужей затуманенный взор, их цепь обвивает стальная, играя на их дочерей и сестер, из жен их одежды срывая, а после, врагу наступивши на грудь, в последние вслушаться стоны и в сердце вонзивший кинжал повернуть. Не в этом ли счастье, Наёны? Но в своих научных и перфектологических книгах Гумилев к этой легенде больше не возвращался. Слишком уж она не соответствовала тому образу Чингисхана и его монголов, старательно, даже любовно создававшемуся на страницах поисков вымышленного царства или Древней Руси. Переписка Гумилева с Петром Николаевичем Савицким подтверждает, что уже во второй половине 50-х годов тюрко-монголофильство Гумилева простиралось очень далеко. Даже Савицкому приходилось то и дело одергивать своего ленинградского друга. Например, 11 мая 1958 года Гумилев писал Савицкому, будто в XIV-XV веках монгольский эпос, переведенный на русский язык, был наскоро, в кавычках, переделан в киевский цикл «Былин». Тут даже шеф евразийства возмутился. Русская традиция была уже и до XIV века. Мне кажется, просто невозможно сомневаться в истинности этого факта. Корни нашего эпоса, какова бы ни была эпоха его возникновения, уходят глубоко в мать сырую землю. В нем есть многое, не зависящее ни от какого перевода.
К этой идее Гумилев, кажется, больше не возвращался. В 70-е и 80-е годы на квартиру Гумилева все чаще приезжали любимые им монголы, казахи, узбеки. Дарили халаты, тюбетейки, малахаи. В ноябре 1989 года пришли 3 татарина. Наталья Викторовна только всплеснула руками. «Боже мой, наконец-то вы пришли! Лева все сетует. Вот, мол, навестили меня казахи, монголы, азербайджанцы, а татар все нет и нет». За дружеской беседой Гумилев поведал о своем «татарском» в кавычках происхождении, из самарских татар. «Гордитесь, что вы татары», — сказал Гумилев Дауду Аминову и его спутникам на прощание. Потрясенный Аминов прослезился. На самом деле Аминов был далеко не первым татарином, переступившим порог квартиры Гумилева. Еще зимой 1987 года Гумилеву позвонил Гафазль Халилулов, корреспондент казанского журнала «Чаян». В трубке он расслышал грассирующий голос: «Вы татарин?» «Да, конечно», — отвечаю я. «Тогда приезжайте». И категорически добавляет: «Сейчас же. Метро Владимирская, улица Большая Московская». Гумилев, конечно, не был ни татарином, ни монголом, ни казахом. Он оставался русским человеком. Но как есть русские англоманы или германофилы, так и Гумилев был русским тюркофилом. Еще в 30-е годы Гумилев впервые отрастил татарские усы. В камышлаге он смахивал на настоящего казаха или узбека. После возвращения в Ленинград внешность Гумилева как будто утратила восточные черты, хотя Дауд Аминов утверждал, что Гумилев и в старости внешне подходил под один из антропологических типов, распространенных у казанских татар. Зато в старости вместо своей обычной подписи «Л» латинская или «Леон» латинскими буквами Гумилев все чаще подписывался Арслан, Арслан-бей, Арслан-бек. Дауду от Арслан-бея. Так в день знакомства с Аминовым Гумилев подписал свою книгу. Свое приветствие Всемирному конгрессу татар Гумилев подписал так: Арсланбек, в скобках Лев Гумилев. Арслан в переводе с тюркского значит «лев», а «бек» или «бей» указывает на благородное происхождение. Русские друзья даже сочиняли на эту тему шуточные стихи. И у всех у этих тюрок самый главный человек, нравом лют, рассудком юрок, лев, великий Арсланбек. Кажется, впервые Арсланбеком назвал Гумилева Савицкий в письме от 31 марта 1966 года. В начале 70-х монгольский академик Ринчен так обращался к своему русскому другу: «Неповторимый и дорогой мой Арслане, Арслане, Арслане Мини, Эркин Арслан». Ринчену Гумилев, очевидно, тоже поведал о своем татарском происхождении, потому что в одном письме к Гумилеву, полном восточных любезностей, академик Ринчен упомянул кровь степных витязей, бесстрашных и не гнущих свои выи перед сонмищем врагов, что течет где в жилах у Арслана Льва Гумилева, и призвал на помощь православному Льву Николаевичу древнее языческое божество Коке-Мангре-Тенгри синих монголов. Часть 19. Глухие годы. Период с 1982 по 1987 глухое для Гумилева время. Издательства и редакции журналов возвращали Гумилеву рукописи, иногда выплачивая часть гонорара. «Меня никуда не звали и нигде не печатали», — вспоминал он несколько лет спустя. Правда, оставались редкие, 1-2 за год, и малозначительные публикации в сборниках научных трудов с непроизносимыми названиями. Географические исследования для целей планирования, проектирования, разработки и реализации комплексных программ. Тезисы докладов секции 1 8-го съезда Географического общества СССР. Но путь в историю СССР, вопросы истории, вестник древней истории был фактически закрыт после решения Президиума Академии наук.
В 1985 году бульдозером проехал по Гумилеву партийный историк Юрий Афанасьев. Будущий герой перестройки и пламенный антикоммунист критиковал тогда русских ученых и писателей, чьи произведения не вписывались в систему советских коммунистических взглядов на историю России. Почти каждую страницу украшала ссылка на Маркса, Энгельса или Ленина. Из статьи Юрия Афанасьева «Прошлое и мы». Принцип партийности, предполагающий четкость социально-классовых критериев в отношении к прошлому, остается актуальнейшим и сегодня. В прямом противоречии с марксистско-ленинскими критериями разрабатывались так называемые евразийские теории с их антиисторическим, внеклассовым, биолого-энергетическим подходом к прошлому, периоды подъемов и спадов некой пассионарности в мировой истории, симбиоз Орды и Руси в XIII-XV веках и тому подобное. Отлучение Гумилева от научных журналов историков не красит. К тому же Льва Гумилева упрекали не столько в настоящих ошибках, сколько в методологически неверных построениях, которые опасны серьезными идеологическими и практическими политическими ошибками. Это позорные формулировки. Серьезному ученому стыдно к ним обращаться. Увы, Гумилева не пускали в печать ни функционеры из ЦК КПСС, ни чиновники, а именно серьезные историки. Вот, например, заключение комиссии отделения истории Академии наук СССР о работах Гумилева. Построения Гумилева органически связаны с уже давно разоблаченными буржуазными теориями географического детерминизма, социального дарвинизма и геополитики, с идеалистической теорией героев и толпы, с национализмом и расизмом. Наука не может развиваться без дискуссий. И дискуссии по этим вопросам уже не раз велись в научной печати, показав теоретическую несостоятельность изложенных выше взглядов Гумилева, практическую вредность их широкого распространения. В этом основная причина отказа в публикации работ Льва Гумилева. Документ подписали известные ученые. Вот их имена. Страна должна знать своих героев. Иван Дмитриевич Ковальченко, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1987 его изберут действительным членом Академии наук. Ковальченко – специалист по аграрной истории, основоположник советской исторической информатики и клеометрии. Первый в СССР историк, начавший использовать математические методы. Несколько поколений студентов изучали источниковедение по учебникам Ковальченко. Анатолий Петрович Новосельцев, член-корреспондент Академии наук СССР, блестящий востоковед-медиевист, полиглот, вне всякого сомнения крупный ученый. Виктор Иванович Козлов, доктор исторических наук, один из крупнейших в СССР этнографов, читатель его уже хорошо знает. Светлана Александровна Плетнева, доктор исторических наук, лауреат государственной премии. Плетнева, как и Гумилев, была ученицей Артамонова. Она работала в Академическом институте археологии, продолжала раскопки, начатые учителем. Павел Иванович Пучков, доктор исторических наук, сотрудник Института этнографии и профессор Университета дружбы народов, изучал народы Океании и Меланезии. В середине 1980-х Пучков уже считался одним из крупнейших советских этнографов. Более всего удивляет и огорчает подпись академика Новосельцева, ведь в документе есть такая фраза: «В работах Льва Гумилева немало бездоказательных, парадоксальных выводов, основанных не на анализе источников, а на нетрадиционности мышления, стремление противопоставить свои взгляды официальным точкам зрения». Такова идея о неожиданном исчезновении, затоплении Хазарии, хотя такого бедствия не было. Несколько лет спустя тот же Новосельцев напишет нечто прямо противоположное. Знаменитая хазарская столица Атиль, Итиль, так и не была найдена. Гумилев вполне правдоподобно объяснил это изменениями
нижнего течения Волги и особенно устья этой реки на протяжении столетий после разрушения Хазарского центра. Но в комиссии Академии наук не хватало одного человека, который, пожалуй, был главным оппонентом Гумилева в 70-е и 80-е годы. Бармалей. Своего многолетнего оппонента, директора Института этнографии Академии наук СССР, академика Юлиана Владимировича Брамлея, Гумилев прозвал Бармалеем. Настало время сказать хотя бы несколько слов о нем, тем более, что разговор выйдет далеко за рамки академических споров. Ученики Брамлея, Галина Старовойтова и его ставленники Валерий Тишков, много лет влияли и влияют на национальную политику российского государства. Юлиан Брамлей – сын профессора истории Владимира Сергеевича Сергеева и Натальи Николаевны Брамлей, машинистки наркомата иностранных дел, позднее преподававшей английский язык, в том числе на историческом факультете МГУ. Юлиан родился в гражданском браке, а потому был записан на фамилию матери, происходившей из семьи обрусевших англичан. Эта семья ведет свою родословную от англичанина, который жил во Франции, а потому был мобилизован в армию Наполеона. Во время кампании 1812 года его, раненого, приютила какая-то богатая латгальская вдова, родившая от него 4 сыновей. Так потомки английского солдата французской армии остались в России. В 1857 году братья Брамлей разбогатели настолько, что построили в Москве завод, который существует, разумеется, под другим названием и в наши дни. Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий». Но уже дед Брамлея совершенно разорился, так что в 1917-м Наталья Брамлей к господствующему классу не принадлежала. Юлиан родился в 1921 году. В 1939-м поступил на физический факультет МГУ, но долго учиться ему там не пришлось, в том же году его призвали в Красную армию. Начало Великой Отечественной он встретил авиамехаником на аэродроме под Брестом. В обороне легендарной крепости Брамлей не участвовал. Вместе с одним летчиком они нашли грузовик-полуторку, заправили топливом бензобак и рванули на восток, обогнав колонну немецких танков. Вскоре товарищи присоединились к отступающим частям Красной армии. О дальнейшей службе Брамлея в армии известно мало. Закончил войну на Первом Белорусском, принимал участие в Берлинской операции. Как и Гумилев, был награжден только медалями за взятие Берлина и за победу в Великой Отечественной войне. И демобилизовался то ли в октябре, то ли в ноябре 1945-го, опять-таки приблизительно в одно время с Гумилевым. Хотя Брамлей отслужил в армии 6 лет, он дослужился только до звания старшего сержанта. Восстанавливаться на физфаке Брамлей не стал. Теперь он выбрал другую, более перспективную для себя специальность. Поступил на исторический факультет МГУ, где вскоре стал специализироваться у академика Бориса Дмитриевича Грекова. По словам этнографа Севьяна Израильевича Ванштейна, который знал Брамлея с университетских лет, выбор научного руководителя Брамлей считал самой большой удачей в жизни. Академик Греков был покровителем влиятельным, даже могущественным, а Брамлей был ему полезен. В 1950-м Брамлей окончил университет, и Борис Дмитриевич тут же взял его к себе в Институт славяноведения Академии наук СССР. Но и сам Брамлей не терял времени даром. Уже в студенческие годы он стал секретарем комсомольской организации на кафедре истории южных и западных славян. Этнограф Семенов, видимо, не зря называл Брамлея искушенным в различного рода интригах, которые велись в научном и околонаучном мире. И после смерти академика Грекова в 1953-м Брамлей всегда находил влиятельных покровителей. Он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Усиление феодального гнета в хорватской деревне в XVI веке и крестьянское восстание 1573 года», а в 1958 уже стал ученым-секретарем отделения истории Академии наук СССР. Ему тогда было всего 37 лет. В 1965
Он защитил докторскую «Становление феодализма в Хорватии» и получил просто фантастическое назначение — пост директора Института этнографии Академии наук. Этнографы были возмущены, ведь Брамлей, историк-медиевист, никак не был связан с их наукой. Против Брамлея выступил известный ленинградский этнограф Рудольф Фердинандович Иц. Его поддержали коллеги, они просили отдел науки ЦК КПСС не утверждать Брамлея. Даже сторонники Брамлея признавали, что ему не хватало этнографических знаний. Но позиции Брамлея в ЦК, видимо, были несокрушимы. Отдел науки Брамлея утвердил, и 1 января 1966 года он стал директором института. Этот пост он оставит только 23 года спустя, передав власть своему бывшему заместителю Валерию Тишкову, который возглавляет институт и по сей день. Эпоху Брамлея в институте, однако, и теперь вспоминают добром. Брамлей оказался не только успешным карьеристом, но и отличным организатором. По словам известного социолога и сексолога Игоря Кона, Брамлей превратил Институт этнографии в крупный центр изучения национальных отношений. Если отличать теоретическую этнологию от, собственно, этнографии, описания традиционного быта и нравов народов, преимущественно отсталых, то у Брамлея, пожалуй, не меньше оснований считаться этнологом, чем у Льва Гумилева. Брамлей возродил интерес к изучению теории этноса, этнопсихологии, к исследованиям национального характера, кажется совершенно оставленным после Широкогорова. Брамлей поддерживал перспективные научные идеи и проекты, способствовал развитию этносоциологии. Науке противопоказан изоляционизм, и Брамлей охотно отправлял сотрудников института в командировки на международные симпозиумы и конгрессы, пробивал командировки даже беспартийным сотрудникам. Брамлей оказался настолько дальновиден и умен, что не стал сводить счеты с учеными, протестовавшими против его назначения, а предпочел найти с ними общий язык. В результате тот же Рудольф Фердинандович Иц, заведующий кафедрой этнографии ЛГУ, крупный ученый и, по словам Лаврова, очень порядочный, хороший человек, написал хвалебную рецензию на монографию Брамлея «Этнос и этнография». В 1982 Брамлей даже назначит Итца заведующим ленинградским отделением института. Так, вместо влиятельного и авторитетного врага он обрел союзника. Для понимания личности Брамлея характерен следующий эпизод. В 1948 году молодой этнограф Вайнштейн, вернувшись из экспедиции, написал на имя Маленкова письмо, где рассказал о бедственном положении кетов, древнего сибирского народа. Кетов заставляли почти всю выловленную рыбу сдавать государству, а они традиционно кормились только рыбной ловлей и охотой. За это письмо Вайнштейна исключили из комсомола, обвинив в клевете на национальную политику партии и правительства. Брамлей, тогда уже член партбюро, не помешал исключению, но после пришел утешать товарища и сохранил с ним хорошие отношения. В жизни Брамлей был человеком, видимо, приятным и незаносчивым, несмотря на свой карьеризм. Козлов вспоминает об их совместной поездке в Лондон в 1978 году. Советских ученых поселили в небольшой гостинице. Козлов обнаружил, что в его номере нельзя пользоваться кипятильником. В номере же Брамлея такая возможность была, и директор по утрам в пижаме, пока его супруга нежилась в постели, приносил Козлову кружку кипятка для завтрака и бритья. Две теории или несколько слов о плагиате. Достигнув к 45 годам вершины административной карьеры, вершина научной карьеры достигнет в 55 лет, став академиком, Юлиан Владимирович всерьез занялся новой для себя наукой. Он хотел стать не только организатором, но и теоретиком, признанным ученым. Случай в истории не уникальный. Могущественный в последние годы жизни Мар провел в Академию наук своего ученика Мещанинова, который после смерти Мара оказался признанным главой советского языкознания.
И вот, став академиком, Иван Иванович Мещанинов начал серьезно учиться лингвистической науке у действительно выдающихся лингвистов Рифтина и Кацнельсона, да к тому же помог многим известным филологам, попавшим в опалу при Марре. Гумилев и Брамлей обнародовали свои теории почти одновременно, во второй половине 60-х, но в советской этнографической науке теория Гумилева не будет принята ни в 70-е годы, ни позднее, а теория Брамлея станет на 20 лет, если не общепринятой, то очень авторитетной. Свои взгляды на теорию этноса Брамлей изложил в монографии «Этнос и этнография. Москва, 1973», а потом не раз их уточнял и дополнял, издавая одну книгу за другой. В каждой он не забывал упомянуть и покритиковать биолого-географическую концепцию Гумилева, а Гумилев отвечал ему своими статьями, если их удавалось напечатать. В 1985 году ученик Гумилева Константин Иванов опубликовал в «Известиях Всесоюзного географического общества» статью, где доказывал, что Брамлей присвоил не только многие идеи Льва Николаевича, но даже термины, введенные Гумилевым в оборот. В числе последних было, например, понятие «этнос», хорошо известное в этнографии, по крайней мере, со времен Широкогорова, то есть с начала 20-х годов XX века. Иванов не употребляет слово «плагиат», но фактически пишет именно о плагиате и заканчивает статью словами: «Так есть ли два учения об этносе в советской науке? Нет. Есть одна теория, одно учение, и его дальнейшая разработка настоятельно необходима». Иванов подразумевает, что есть только теория Гумилева. Самое поразительное, что Иванов действовал по указанию самого Гумилева. Сергей Лавров видел черновик этой статьи, подписанной не только Ивановым, но и Гумилевым. Учитель и ученик были соавторами, и только позднее Гумилев, видимо, решил, что статья должна выйти под фамилией Иванова. В своих воспоминаниях, надиктованных 16 сентября 1986 года, академик Брамлей, очень способный человек, очень восприимчивый, присутствуя на моих докладах, повторял их содержание у себя в институте, о чем мне сообщали его сотрудники, поздравляя с тем, что я получил первого ученика. Потом он издавал книги, употребляя мои определения, мои дефиниции, и таким образом моя работа оказалась принятой, хотя и без моего авторства. Институт этнографии работал по моим идеям и работает до сих пор. В 1988 году Гумилев уже в печати обвинил Брамлея. Теория этногенеза была создана и даже приписана Брамлею, цитировавшему положение автора без отсылочных сносок. Брамлею пришлось сочинять ответ для журнала «Знамя», где появилась статья Гумилева. А кое-что общее в теориях Гумилева и Брамлея все-таки было, даже много общего. Оба писали об иерархической структуре этноса, причем представления о структуре у них сходные. Брамлей, как и Гумилев, считал этнос динамической системой. В книге «Очерки теории этноса» 1982 Брамлей применяет системный подход к этносу, почти так, как это делал еще в 70-е годы Гумилев. Но Гумилев опирался на основоположников системного подхода: фон Берталанфи, советских биологов Малиновский, и только потом на советских философов Садовский, Юдин, а Брамлей исключительно на советских философов-марксистов Кузьмин, Афанасьев. И все бы хорошо, но есть одно странное противоречие. И до этой книги, и, что важнее, позднее, Брамлей путал понятия «система» и «совокупность», совершенно не отличая их друг от друга. Через 5 лет после выхода очерков теории этноса Брамлей пишет вещи, которые прямо противоречат провозглашенному им же системному подходу. Этнос, в узком значении этого термина, может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований, самосознания, фиксированным в самоназвании, этнониме. Перед нами еще одна
алхимическая формула, каких уже много было и еще много будет в отечественной этнографии. О пользе чтения. А все-таки был ли плагиат? Поставим вопрос иначе. А что вообще Брамлей знал о теории Гумилева? Ответ будет неожиданным. Он этой теории толком никогда не знал. По его, Гумилева, примечание автора, мнению, этнос – популяция, то есть биологическая единица, писал Брамлей в опубликованных в 1988 году национальных процессах в СССР. А каждый читатель Гумилева знает, что в трактате «Этногенез и биосфера Земли» есть даже параграф под названием «Этнос не популяция». Но мы не станем спешить, не станем ерничать и смеяться над заслуженным и уважаемым человеком. В конце концов, «Национальные процессы в СССР» книга не вполне научная. Судя по тиражу, 10 тысяч, карманному формату и облегченному содержанию, книжка была адресована не ученым-коллегам, но и не массовому читателю, а партийной и советской номенклатуре, чиновникам, депутатам Верховного Совета и тому подобное. Посмотрим, что же Брамлей писал в своих солидных научных монографиях. Сведя сущность этноса к физической или биологической реальности, Гумилев в конечном счете отождествил его с популяцией. «Этнос и этнография», 1973 год. Лев Гумилев принял сопряженную с этносом популяцию за сам этнос. Очерки теории этноса, 1982. А вот мы нашли и первоисточник. Брамлей ссылается на доклад Гумилева о термине «этнос», опубликованный в 1967 году в 3-м выпуске докладов Географического общества. Там есть слова «Мы можем охарактеризовать этнос как биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вида, как популяцио». Но Гумилев не случайно вместо русской формы слова «популяция» употребил латинскую, то есть и здесь Гумилев не считал этнос популяцией. В этом докладе Гумилев сделал только первый шаг к теории этноса. Второй шаг, доклад «Этнос как явление», последовал всего 3 месяца спустя. Опубликован он был в том же 3-м выпуске докладов Географического общества. Брамлею стоило только перелистнуть 70 страниц, чтобы убедиться, представления Гумилева об этносе ничего общего с популяцией не имели. Но он почему-то этого не сделал. В сочинениях Брамлея с 1970 по 1987 годы есть ссылки только на 2 работы Гумилева, на тот самый доклад о термине «этнос» и на статью «Этногенез и этносфера», благо она была опубликована в том же номере журнала «Природа», что и статья Брамлея. Спору нет. Обе статьи из важнейших, но в одном только цикле «Ландшафт и этнос» 14 статей. Они небольшие и написаны языком, понятным не только академикам. Наконец, в 1979-1980 Гумилев депонировал в Виннити свой трактат «Этногенез и биосфера Земли», слава о котором вышла далеко за рамки академических кругов. Юлиан Владимирович не мог не слышать об этом трактате, но за 9 лет не прочитал главный труд своего главного научного оппонента. Можно ли представить, что кто-то станет судить о марксизме даже не по коммунистическому манифесту, а по тезисам о Фейербахе и в руки не возьмет «Капитал»? Брамлей мог бы и вовсе не читать трактат Гумилева, но на досуге хотя бы пролистать 12-й номер журнала «Природа» за 1978 год. Этот журнал должны были выписывать в институте. Так вот, на странице 98-й Брамлей прочел бы золотые слова Гумилева. Подчеркнем, что было бы неверно называть этнос популяцией. Этнос – явление не биологическое и не социальное, а маргинальное, то есть лежащее на границе социосферы и биосферы. Ах, какую комедию могли бы сочинить Ильф и Петров, если бы сидели сейчас на моем месте и занимались таким рутинным делом, как сверка сносок. Ведь в своей книге «Этносоциальные процессы. Теория, история, современность. Москва, 1987»,
Брамлей горестно сетует: к сожалению, представление об этносе как биологической единице довольно живуче, и приводит ссылку на ту самую 9-летней давности статью Гумилева «Биосфера и импульсы сознания». Правда, этногенез и биосферу Брамлей все-таки осилит во второй половине 1988 года. Тогда Юлиан Владимирович решил, что Гумилев переменил свое мнение об этносе. И если бы академик хоть сколько-нибудь внимательно следил за научными трудами своего оппонента, то не только избежал бы такой досадной ошибки, но и не ввел бы в заблуждение своих коллег. В 1986 году географ Яков Машбиц и фольклорист Кирилл Чистов, величина мирового значения, напечатали в «Известиях Всесоюзного географического общества» ответ на антибрамлеевское сочинение Константина Иванова. Два почтенных доктора наук в очередной раз повторили за Брамлеем тезис об этносе популяции у Гумилева. Будто перед нами не доктора наук, а переписчики. Стоит одному допустить ошибку, как она тиражируется из одного «научного» в кавычках сочинения в другое. Впрочем, Лев Гумилев и Константин Иванов в дискуссии с Брамлеем были тоже не на высоте. Гумилев мог бы легко поймать Брамлея на ошибках. Вместо этого они с Ивановым фактически обвинили академика в плагиате, но этого грозного обвинения так и не доказали. Между прочим, академик Брамлей не только спорил с Гумилевым, но и в своих ранних работах опирался на гумилевские наблюдения, тезисы, идеи. В монографии «Этнос и этнография» Брамлей, например, заимствовал у Гумилева мысль об относительности понятия «этнос». Гумилев: чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой Гвинее он же назовет себя европейцем. Брамлей: нормандцы и гасконцы на своей родине выделяют себя среди других французов. Но за пределами Франции они прежде всего французы, а затем уже нормандцы и гасконцы. Попав в Японию, белорус на фоне совершенно иной культуры назовет себя сначала русским, прибавив затем, что он, собственно говоря, белорус, а на Новой Гвинее он назовет себя европейцем. Чужую мысль академик себе не приписал, а где надо поставил ссылку на Гумилева. Это только один из примеров. Со своей стороны и Лев Гумилев охотно заимствовал у Брамлея идею об эндогамии этноса. Оказывается, даже в многонациональных государствах люди заключают браки преимущественно с соплеменниками. Идею Брамлей подкрепил впечатляющими примерами. В 1925 году в РСФСР 99,1% русских мужчин заключали браки с русскими женщинами, 97,9% башкир женились на башкирках, 97,5% марийцев на марийках. Власти социалистических государств охотно пропагандировали многонациональные браки. Тем не менее, даже в полиэтничной Югославии сохранилась эндогамность. Гумилев, разумеется, отметил этот решительный и важный шаг академика Брамлея. И если бы Гумилев всегда был терпелив и доброжелателен к оппоненту в научном споре, а Брамлей относился к сочинениям подозрительного биологизатора из Ленинградского географического НИИ внимательнее, полемика могла быть и более корректной, и более полезной для ее участников. Смерть с газетой в руках. Увы, Гумилев в научном споре был беспощадным бреттером, а товарищу Брамлею не хватало времени читать сочинения своих оппонентов. Потом не стало времени и для оригинальных научных исследований. Брамлей однажды признался Козлову: «Я стал больше работать ножницами, чем пером». Зато Юлиан Владимирович, несмотря на занятость, не забывал о самом главном. Если вы не первый год занимаетесь наукой, то всегда обращайте внимание не только на текст, но и на ссылки. В средние века схоласты переняли у арабов прогрессивную научную методику ссылаться на источники, тогда на Библию и Аристотеля, и на сочинения предшественников.
Ссылки могут очень многое рассказать об авторе книги. Если книга посвящена, допустим, гражданской войне в Испании, а ссылки все сплошь русскоязычные, плохо. Автор только переписывал чужие книги и пересказывал своими словами чужие мысли, а испанского языка он, может быть, и не знает. Откроем наугад книгу Брамлея «Этносоциальные процессы. Теория, история, современность». Так, страница 146. Под текстом две ссылки. Первая. На программу Коммунистической партии Советского Союза. Новая редакция. Москва, 1986, страница 43. Второе. На политический доклад, сделанный генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза Горбачевым от имени Центрального комитета партии и обращенный к 27-му съезду КПСС. Не будем упрощать. В монографии Брамлея много ссылок на серьезные исследования, на отдельные книги и статьи отечественных этнографов, западных этнологов и антропологов. Но изобилие марксистских в кавычках ссылок все-таки бросается в глаза. А ведь это не какой-нибудь мрачный 1937 или сумрачный 1947. Это 1987. Еще год назад провозглашена гласность, то есть свобода слова. Литературные журналы печатают «Котлован» Андрея Платонова и «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. А здесь такое марксистское благолепие. Одна из глав книги Брамлея называется «Гуманизм ленинской национальной политики». Но чуткий к духу эпохи ученый успел накатать и более современные главы: «Конституция многонациональной державы» и некоторые вопросы управления межнациональными отношениями, и даже этнические аспекты прав человека и этнография. Вот так и Ленину место нашлось, и правам человека. Впрочем, занятная деталь. На доклады Горбачева, если кто помнит это пустозвонство, Брамлей ссылается почти так же часто, как на Ленина. В этом весь Брамлей. Убежден, что в наши дни Юлиан Владимирович выиграл бы немало грантов на тему «Воспитание толерантности в мультикультурном обществе» или «Противодействие ксенофобии и экстремизму». Не дожил. Примечание. В дискуссиях 70-80-х годов позиции Гумилева и его оппонентов Брамлея, Козлова, Чистова и Машбица казались непримиримыми. Между тем, для современного европейского исследователя все они одного поля ягоды, хотя бы потому, что считали этнос реальным явлением. На Западе такой взгляд становился все более одиозным, поэтому Марлен Ларюэль, лучший европейский знаток теории Гумилева, пишет: Гумилева вполне можно считать носителем этницистских и натуралистских концепций, полностью вписывающихся в традицию советской этнологии. Но традиция советской этнологии – слишком широкое понятие. Речь ведь о взглядах десятков докторов и кандидатов наук. Попробуем сузить предмет до обозримых размеров. Статья в энциклопедии – это квинтэссенция научной мысли, это самое бесспорное, выведенное годами исследований определение. И в статье об этносе в Большой советской энциклопедии находим такие строки. Сформировавшаяся этническая общность выступает как социальный организм, самовоспроизводящийся путем преимущественно этнически однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, традиций, этнической ориентации и так далее. Как это похоже на этническую традицию Гумилева. А ведь эту статью написал Виктор Иванович Козлов, тот самый Козлов, последовательный и неутомимый противник Гумилева. Значит, теория Гумилева была не так уж далека от основного русла отечественной научной мысли, так что полемика Гумилев-Козлов и особенно Брамлей-Гумилев могла бы закончиться компромиссом, но она закончилась трагедией. Конец примечания. В 70-е и в первой половине 80-х Брамлей, директор института и академик, входивший в редколлегии нескольких научных журналов, мог весьма серьезно осложнить жизнь Гумилева. Но во второй половине 80-х все переменилось. Статьи Гумилева вновь стали печатать,
одна за другой выходили его книги. Гумилев начал появляться на телевидении. Интервью у него спешили взять корреспонденты центральных газет, и Лев Николаевич получил в свои руки оружие, которое прежде использовали против него. 24 мая 1990 года газета «Московская правда» напечатала интервью Гумилева, где он довольно резко отозвался о своем оппоненте-академике. По словам Гумилева, из-за несостоятельности теоретических воззрений Брамлея на этнос ученые не сумели вовремя предсказать межэтнические конфликты времен перестройки. Началась резня, которой по теории быть не должно. Хотя Гумилев несколько упрощал теорию Брамлея, в целом критика была справедливой и очень острой. Институт этнографии 23 года под руководством Брамлея занимался исследованиями этнических процессов и тем не менее не предвидел подъема национализма, который уже в 1990 году поставил страну на грань развала. Это был год парада суверенитетов. Правда, однажды перед очередным партийным съездом Брамлей подготовил для ЦК КПСС записку о национальных проблемах, но прежде показал ее вице-президенту Академии наук Федосееву, который и похоронил эту записку в своем сейфе. Но ведь сам Брамлей еще с 1969 года был председателем научного совета по национальным проблемам при секции общественных наук Президиума Академии наук СССР. Он мог обойтись и без посредников. У Юлиана Владимировича было достаточно влияния и связей, чтобы обратиться в ЦК или прямо к руководству Политбюро и КГБ, поскольку речь шла о безопасности страны, о ее будущем, о жизни десятков тысяч людей, которые погибнут в межнациональных войнах недалекого будущего. И не главному ли теоретику этнографии следовало предвидеть эти войны? Не предотвратить. В предотвращение не верил и Гумилев, но предвидеть, подготовиться. Если бы жители Помпеи знали о предстоящей вспышке Везувия, они бы не стали дожидаться гибели, а просто ушли. Обойденный военными наградами, Брамлей получал за свое директорство государственные ордена и престижные премии, но национальная политика СССР была, что ни говори, провалена. Жители нашей Помпеи не получили предупреждения. Брамлею газета с интервью Гумилева попала в руки, если не 24-го, то 25 или 26 мая 1990-го. Он лежал в больнице Академии наук и обсуждал с академиком Поляковым свои перспективы. Пост директора института Брамлей оставил в 1989-м, став почетным директором, но собирался, подлечившись, трудиться в системе Академии наук. Интервью Гумилева настолько взволновало уже серьезно больного ученого, что его состояние заметно ухудшилось, и в беседах с Поляковым он уже не затрагивал своих планов на будущее. Через несколько дней у Брамлея случился инфаркт, и 4 июня 1990 года его не стало.